Похожий на мой. Малкас Лаврентьевич. Ну, есть такой. Молодой. Так. Так. Россия. Я еще раз Такие же скажу, крупные, для да? технологов по профессии. Да, очень крупный есть. И этот, как-то Если дома моей профессии близко. в квартире. А если... А для чего вот как-то надо, чтобы обсуждали классификации меда? В Ижевске, если... Да. Значит, если пчеловод не для себя, для продажи мед производит, значит, и натуральный мед производит, а другой, значит, уже крупномасштабно в последнее время классифицирует меда. Вот недавно башкирский мед вот так купили. Они в каждом межтрейдинге Да. продают. И такой дорогой цене, 790 рублей килограмм. Это подсолнух. Килограмм. 690. Это не знаю даже. 690. Да. Это не вид подсолнуха. На вид подсолнух. Что липовый мед, что цветочный, одинаковая цена. Да, есть какие-то диетические написано, какие-то что-то еще какое-то, который 1200 рублей килограмм стоит и так далее. Вот. А эта баночка же мой мед. Да, это Не тоже. надо, чтобы он рядом стоял. Ну что Ты этого был, да? вы. Да, липовый. Я весь продал, у меня нет. Ой, позор. Еле Васильевич, это, попробовали чуть-чуть, запах это. А вот этот цветочник, который они называют, да, я когда-то лимонаде делал, конкретно, где точно вот этот эссенция, который тогда у меня заложена в голове, да, вот этот что-то присутствует в этих медах. И в каждом большом супермаркете они продают. В каждом супермаркете вот это башкирский мед. Не знаю, даже если весь Россия, это пчелы, сколько мед не сделают. Вот этот мед, вот этот, который жидкий, да? Надо ложечку, наверное, да? Давайте А где у нас? Я же вам дал это. Вот она. А, вот. По запаху, вот сейчас я вам дам, вот этот мед, бульберский мед. Вот, пробуйте. Да. Вот просто сравните. Вот запах сравните. Давайте. Угощаю. Давайте передаю. Передаю вот этот запах. Сравните запах. В Германии. А ложечку можно? Раушин, больше там нет ничего. Валентин, ну как? Это... Есть Голландия. Ну, кстати, запах может быть не обязательно, он уже севший. Не сильно запах не У нас есть человек, который может десяток медов определить по вкусу. Еще три образца. Он сейчас уже садится, он уже плохо. Когда качаешь, он, да, есть. Мне бабушка когда севший мед спрашивает, такие запах не бывает. А вот дома он постоит, в открытом виде, вот так, тарелочки не появляются, запах появляется. Похоже подсолнух. Бабай сказал не подсолнух, фальсификация. Ну, на базе подсолнух. Ну, это на базе подсолнуха с ароматизатором. Вот этот кукурузник патока сразу видно, вот это. Жинка, который. Алексей, вот это кукурузный патока. Ну, еще может быть плавленый мед. Я понял, что это не мед. А? Я понял, что это не мед. Да. Кукурузная патока, вот количество. Давайте сейчас это... Некоторые плавят, но вот не плавленый. Ну что, разные почувствовали, да? Да. Ладно, значит, Не пробовал на ферме. по фальсификации меда. Вот так. Фальсификация меда считается... Кем? Башкирии. Заявление.
Так, ну потише, послушаем Да. Еще, кроме того, специалиста. вот мы купили так дорогой, да? Вчера Медом я закидывают. отсюда сорвал еще это, такое, башкирский мед написано, да? В тех же самых магазинах, там башкиры уже заботятся о ежемшан. Для пенсионеров, говорят, это 990 рублей 3 килограмма уже. Наверное, уезжать хотите или как? В Уфе же рассказывал Матюшкин, откуда мед берется. Берет у пчеловода 200 килограмм меда, берут у него ветеринарное свидетельство, а потом под этим видом продают все свои подделки. Давайте сейчас. Хотя пчеловоду звонят, он говорит, да я не продавал Давайте это. системно. Вы уже Один говорит, потом вопрос. Да. Я говорю, дай свой достану. Есть разница, да? Так не, вот это точно. Пчеловоде. Есть разница. Их, наверное, рядом стоит. Но, понимаете, технология позволяет. Так вот, Не совсем. Органолептические методы. Давайте классификация меда. Что такое классификация меда? уже говорил, уже Три вида. Три. Один, когда пчел кормят сахаром. Это тоже считается классификация. Ну, второе, которое делается искусственно. Искусственно делается как искусственный мед, так скажем. Двумя способами. Один прямо сахар разлагают и 10% меда добавляют туда. Ароматизатор не добавляется. А второй кукурузного крахмал. Это, значит, и там никакого меда и иммертный сахар, там тоже это 50 на 50. Потом скажем, как. Так. А вот интересно, наверное, вам сахарный мед более. Так. Сахарный мед тоже отличается, смотря как сколько покормить пчел. Да. Сахарный мед, вот пиццевый анализ говорит, если сахарный мед, значит там она бывает сперва этот мед жидкая, так, когда выкачиваете, а потом постепенно становится липкая, такое, вот такое консистенция. Садится оно, это кристаллизуется как салообразный, получается оно. Вот. Хороший мед получился. Да, это. Салообразный. А обычно вот это, значит, Кирилловичу была поставлена задача, как бороться с этими отфильтрованными медами. И человек, если не знает, да, как оно, какое хорошее, какое плохое, отличать очень сложно, даже специалистов сложно. Поэтому до пчеловода, который организован, там, да, Нет. 3 часа, Пчеловод Инфо. там будет выставлено образцы пчеловода Удмуртии. Там нет удмуртского. Как образцы? Не только образцы. Может, А где-то? да, каждый мед выставить и на пробу, чтобы Ижевск не маленький город. Если человек хочет купить мед, там придет, и там, допустим, есть сколько пчеловодов, вот здесь сколько у меня. Если выставлено 30-40 деревьев, вот эти банки и с образцами, значит, человек, если пришел, значит, откуда не уйдет, чтобы не купил. Я так думаю. Проблемы с Если законом мед будут. хочет купить, реально. Там тоже будет одновременно вот эти выставлены не в банках больших, а образцы вот эти башкирские, так То есть называемые, каждую медов. емкость Вот. пломбируется. Как Тоже это все будет? вот мед, вот как сегодня сравнили, да? Вот так тоже, чтобы сравнил человек. Это будет не магазин, а будет как-то вот такой, ваши знакомые, наши знакомые, того знакомые могут там прийти и определить себе. А документы же все равно надо по-любому. Любая организация проверяющая скажет. Этот, когда пчеловод продает, это речь идет там не магазин, это выставка, продажа. Пчеловод сам продает. Вот так. А когда его отсутствие, могут уже не можем это его могут продать. Цены сами устанавливаете, какое должно быть. И все. Значит, еще, ну там Сейчас всех Меркурий заносит по пчеловоду. создается лаборатория, в этом, которая будет определять
кроме пищевого анализа, вот, который фальсификатором будет, и другие сахара определить. Что такое мед? Мед, глюкоза, фруктоза, еще какие-то сахара, небольшое количество. Да, сахароза. Там до 6 Другие сахара, небольшое количество. А если вот этот тоже, так скажем, наша лаборатория может постепенно дойти до того, что определить и будет такое представлено. А вот Алексей говорил, что пищевой анализ 500 рублей стоит. Я добавлю, это, наверное, для своих пчеловодов, эти имею в виду. Потому что правильно, в Уфе, если анализ сделать, тебе принесут, допустим, много, 4 часа, это целый рабочий день почти что. Так, если не было бы, допустим, у Гили Васильевича это бесплатно, так скажем, помещение, если это было бы где-то там, это еще охрана, еще там убирали бы, это было бы дорого. Вот. А для своих пчеловодов это такое реальная, нормальная, так скажем, цена. А вот то, что в Уфе делается, мне так кажется, что вот эта лаборатория, которую создали государство, датирует полностью. А то 4 часа и... А у нас есть где породность определить можно? Породность где можно определить? Вот так приблизительно вот такое хотел я. Если вопрос есть какой-то по Она где находится? фальсификации, чтобы выявлять или как-то официально, это очень сложный, дорогостоящий анализ. А с пищевым анализом это не доказывается. Есть такое По крылышкам такое понятие, которое образуется, я имел в виду генетический анализ. А генетически это в Уфе делали. В Уфе знаю. Николенко. Елена, да. Елена Васильевич, я как-то... Салтыков. Все? Да, если вопросов есть, то... Спасибо.